Вы меня слышно? Доброе утро, наши дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день» и я его ведущий Максим Гоголев. Сегодня на календаре 22 июля. И какие же праздники мы сегодня отмечаем? По всему миру сегодня отмечается Всемирный день мозга. Это было учреждено Федерацией неврологии. И у нас есть коротенькие рекомендации для поддержания здоровья нашего мозга. Что ж, пишется, что нужно соблюдать здоровый образ жизни, осуществлять прогулки на свежем воздухе, физические тренировки, постоянный тренинг мозга через решение нестандартных задач, поиски решения, общение с высокоинтеллектуальными людьми, умственная деятельность, это чтение, разгадывание кроссвордов и так далее. Ведь что такое мозг? Это действительно тот орган, который может сделать тебя как и бедным, так и богачом. Что ж, мы хотели бы также напомнить, что в прямом эфире у нас работает номер WhatsApp 8 914 279 22 62. По этому номеру вы можете написать свои поздравления своим близким с какой-нибудь знаменательной датой. Далее хотели бы вам рассказать, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 часов утра центральные Улусы плюс 15, плюс 18, днем плюс 23, плюс 26. Заречье плюс 13, плюс 20, днем плюс 16, плюс 25. Южные Улусы плюс 12, плюс 15, днем плюс 18, плюс 19. Вилюйские Улусы плюс 15, плюс 19, плюс 18, плюс 24 днем. Нижнеленские Улусы плюс 16, плюс 18, днем плюс 21. Западные Улусы плюс 12, плюс 16, днем плюс 14, плюс 16. Колымо-Индигирские Улусы плюс 20, плюс 26, днем плюс 23, плюс 32. Янские Улусы плюс 19, плюс 25, днем плюс 25, плюс 30. Северо-западные плюс 8, плюс 16 и днем плюс 8, плюс 21. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха 21 градус, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный 7 метров в секунду. Днем ожидается плюс 24, плюс 26 градусов, переменная облачность и небольшой дождь. И у нас на включении первый наш очень интересный гость на тему безнадзорных животных. Тема очень интересная. И у нас в гостях Игнатьева Вера Александровна, старший государственный инспектор территориального подразделения Департамента ветеринарии нашей республики по городскому округу. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Как у вас настроение? Отличное. Хорошо. Уже настроились на рабочий день? Да. Отлично. Ну что ж, расскажите, мы хотели бы узнать информацию, сколько же безнадзорных животных числится в нашем городе Якутске. Ну, с начала года на территории города Якутска зарегистрировано 908 голов животных без владельцев. Мгм. Если же говорить в целом по республике, то на сегодняшний день зарегистрировано животных без владельцев 1394 головы. Мгм. На данный момент в пункте передержки безнадзорных животных города Якутска находится на содержании животных без владельцев 296 голов, в том числе 286 собак и 10 кошек. Ага. Расскажите, по сравнению с предыдущими годами, количество безнадзорных животных увеличивается или уменьшается? Данная численность животных, она у нас с каждым годом уменьшается. Вот если взять цифры за 2019 год, то сначала в 2019 году на территории города Якутска, то есть по республике, да, было зарегистрировано 8016 голов. Но вот как я сказала, что с начала года на территории города Якутска было всего зарегистрировано 908 голов животных без владельцев. А вот в пункте передержки домашних животных, да, какие обязанности имеют сотрудники этого учреждения?
А, Данные вообще по требованиям положений федерального закона 498 все мероприятия, проводятся 7 мероприятий. То есть это отлов, транспортировка, лечебно-профилактические мероприятия, маркирование, выпуск, ну и, конечно же, умерщвление. Мгм. То есть, получается, сколько времени собака или кошка находится вот в пункте передержки? В пункте передержки отловленные животные содержатся 30 дней. Мгм. После этого? После этого они выпускаются обратно на прежнюю среду обитания. Мгм. То есть, находясь там, их стерилизуют, да, чипируют, Да, ну, то есть а, сделают так, чтобы они в- стали безопасными. да, совершенно верно. Мгм. Ага, вот расскажите, это с какого времени началось чипирование и учет вот этих собак? Там бирки появляются, да, у нас в скором времени или как? А, Так, маркирование, да, у нас Мгм. есть такое определение Мгм. по федеральному закону 498. У нас оно вообще, вот это новое положение введено с 1 января вот этого года. Мгм. При случаях выявления животных без владельца, куда обращаться, допустим? Вы посмотрели, что, ну, скажем так, собака, может быть, ну, хорошо выглядит, допустим, да, но непонятно, чья она. Куда обратиться? Заявки на отлов животных без владельцев Мгм. можно подать в дежурную диспетчерскую службу города Якутска по номеру 44 42 29, или же можно обратиться в управу соответствующего городского округа. Мгм. Да, вот в действительности очень много же рождаются собак под домами. И Да. да, и ну, жители, да, неравнодушные, обычно там в сетях размещают объявление о том, чтобы просто забрали и кормили, допустим, да, хотя бы. Вот. Мгм. И куда же им обращаться? Обращаться им туда же, правильно, да? Да, туда. Мгм. И вот такой вот злободневный вопрос. Вдруг случилось такое, что тебя укусила собака безнадзорная, скажем так, без никаких обозначений, без ошейника и тому прочее. Что же делать в этом случае? Ну, конечно же, во-первых, нужно обратиться в медицинское учреждение. Мгм. Ну, в этом вопросе я бы хотела бы вот также повториться, что все отловленные животные после проведения всех мероприятий отпускаются на прежнюю среду обитания. Мгм. То есть, получается, усыпление законом уже не предусматривается. За- Да, запрещено. Мгм. С какого момента это стало? Это вот с 1 января этого года. То есть Ага. у нас животные, все отловленные животные, которые не проявляют немотивированной агрессивности, они выпускаются на прежнюю среду обитания. Мгм. Ну, а в случае, если собака имеет какую-то такую агрессию, скажем так? Ну, а, когда выпускают животных, собирается комиссия Мгм. для определения вот этой немотивированной агрессивности животных. Мгм. То есть Ну, агрессивных животных, по сути, они не выпускают. Они содержатся постоянно в пункте передержки животных, в мгм. приютах. Ну и, конечно же, хотелось бы услышать рекомендации хозяевам собак. Как их М, нужно содержать так, чтобы их, ну, чтобы они не сбежали, скажем так, и вели какой-то такой правильный образ жизни, скажем так. Ну, конечно же, хотелось бы обратиться к владельцам домашних питомцев, да, чтобы они своевременно проводили кастрацию, стерилизацию животных, а также они не допускали самовыгул своих питомцев. Мгм. Ну, рекомендации, допустим, такого плана, как при выгуливании там иметь... М, Да, намордник и поводок. Ага, и каждый год они должны проходить вакцинацию, да, Регистрацию получается? и вакцинацию. Мгм. Хорошо. Вера, большое спасибо вам за информацию. Мгм. Спасибо, до Желаю на свидания. сегодня хорошего плодотворного дня. Спасибо. Что ж, далее мы бы хотели показать, как правильно записать заявление на техприсоединение в Якутсэнерго. Смотрим. С 1 июля вступил в силу
изменения в правила технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которым договор между сетевой организацией и заявителями заключается путем направления счета за технологическое присоединение и оплаты заявителям указанного счета. Данные изменения касаются заявителей физических лиц, подключающих объекты мощностью до 15 кВт, и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подключающих объекты до 150 кВт. Договор считается заключенным со дня оплаты заявителям счета. Удобнее всего это сделать через личный кабинет на сайте компании. Открываем сайт Якутскэнерго и сверху справа нажимаем на личный кабинет. Нажимаем на кнопочку «Войти» справа. Для регистрации нужно ввести номер телефона и дважды ввести свой пароль. Надо подтвердить номер телефона смс-кодом. Прежде чем создать заявку, необходимо зарегистрировать партнера. Партнер – это физическое и юридическое лицо, обратившееся по Якутскэнерго за услугами, предоставляемыми компанией. После того, как зарегистрировали партнера, переходим на вкладку «Заявки на технологическое присоединение», нажимаем «Создать новую заявку». Выбираем заявителя, то есть партнера, выбираем схему присоединения, постоянная или временная, причину подключения. Переходим на следующую страницу. Здесь необходимо заполнить сведения в объекте, а также технические характеристики энергопринимающих устройств. Далее заполняете планируемый срок проектирования энергопринимающих устройств и планируемый срок введения этих энергопринимающих устройств в эксплуатацию. Переходим на следующую страницу. Это дополнительные сведения. Выбираете необходимые строки и пункты. Просрочка внесения платы за техприсоединение. Единовременная полная оплата. Субъект розничного рынка по Якутскэнерго. Способ уведомления заявителя. Указываем телефон. Переходим на следующую страницу. Скачиваем пустой бланк заявки. Вручную заполнить, расписаться, сфотографировать и прикрепить в строке бланк заявки. Также необходимо прикрепить план расположения энергопринимающих устройств, правоснащий документ на земельный участок и документ, подтверждающий право собственности на объект капитального строительства. Копию паспорта, доверенность представителя, если подает заявку представитель, проект договора энергоснабжения и иные документы по желанию заявителя. Далее сохраняем черновик и отправляем заявку. Заявка на технологическое присоединение рассматривается в течение 10 рабочих дней. После рассмотрения сетевая организация размещает в личном кабинете условия типового договора, технические условия, счет на оплату и инструкцию, содержащую перечень мероприятий для безопасного подключения. Заявитель обязан в течение 5 рабочих дней оплатить счет. В противном случае заявка аннулируется. Ну, действительно, очень удобно стало. Через интернет, сидя дома, можно подать это заявление. Если через систему «Свои» покупать у партнеров Алмаз-Аргентбанка, то можно получить до 40 тысяч рублей кэшбэка. Подробнее на сайте банка. Что ж, и далее. Сегодня также отмечается Всемирный день бокса. И у нас в гостях Слепцов Андрей. Слепцов Андрей является мастером спорта Российской Федерации, тренер по боксу училища Олимпийского резерва. Доброе утро. Доброе утро. Андрей, где вы находитесь? Я нахожусь на родине, в Нюрбе. Ну как здорово. Что ж, и скажем так, давайте вспомним, как начинался бокс нашей республики. С чьих имен? Ага. Хорошо. Бокс впервые в 1956 году проходил первый чемпионат Республики Саха-Якутия, в котором участвовали 44 спортсмена, инициатором которого был Николай Тарский. После этого
был мощный толчок для развития бокса Республики Саха-Якутия. Мгм. Первые секции бокса открылись в Нюрбе, Вилюшке, Беддигостяхе. Там тренерами работали выдающиеся тренера Александр Агеев, Алексей Захаров и Юрий Павлов. Мгм. После этого фундаментом будущих побед заложил тренер-энтузиаст, основатель бокса Республики Саха-Якутия Арсен Петров. Мгм. Его воспитанник первым из якутян стал мастером спорта Советского Союза Артем Никифоров. Мгм. Также большой вклад для развития бокса внес Виктор Шитик наряду с тренерами Артур Кравченко и Евгений Фомина. Мгм. Вот так зарождался бокс в республике. После этого по всем районам, по всем улусам начали открываться секции бокса, и все начинали заниматься боксом. Ну да. Ну и сегодня, конечно же, бокс республики только развивается. Расскажите, какие есть действующие наши спортсмены, которые готовятся защитить честь нашей республики? Сейчас, то время, когда вот начиналось вот развитие бокса, Мгм. там были такие имена, как Эдуард Кафман, Юрий Федоров, Анатолий Роммель, Семен Амосов, Владимир Прокопьев. А в начале 80-х 3 международника появились в республике. Это наши Александр Михайлов, Николай Жирков и Виктор Ефремов. А потом уже вот 80-х годов Анатолий Филиппов, наш первый олимпиец, Мгм. Сергей Самойлов, чемпион СНГ. Потом уже вот наши призеры мира, это Михаил Поршнев и Сергей Исмаилов. Потом уже вот наш именитый боксер, прославленный боксер Георгий Балашин, заслуженный мастер спорта России, олимпийский призер, Афанасий Паскачин и Дмитрий Федоров Да. появились. Мастера спорта международного класса. Ну да, это Сейчас, в действительно. данное время, флагманом якутского бокса является наш Василий Егоров. Мгм. Где он находится? Он сейчас находится на сборах, готовится к чемпионату России, который пройдет в ноябре месяце. Пока неизвестно в каком городе. Мгм. Из-за пандемии пока еще не решили, где будет проходить чемпионат России. Ага. А училище Олимпийского резерва сейчас как работает? Училище Олимпийского резерва сейчас работает удаленно. Сейчас проходим онлайн, тренировки проходят. Все на связи, создали группу приложений и там отправляем задания. Они отправляют отчеты, фото-видео отчеты. Так и работаем постоянно на связи. Вот так. Ага. Мгм. Среди молодых, да, на ваш взгляд, есть какие-нибудь самородки, которые вот имеют какую-то перспективу на будущее? Да, есть, конечно. Но не хотелось бы там выделить кого-то. Мгм. Пока еще рано. Пускай А. еще потренируются, покажут Доказательно? себя, тогда и... Воспользуясь случаем, хотел бы поздравить наших ветеранов-тренеров с 75-летием, юбилеем Паскащина Дмитрия Николаевича, Павла Мая Николаевича с юбилеем. Ага. От души поздравляю. Мы также Желаю присоединяемся. здоровья. Мгм. Что ж, и, конечно же, от вас хотелось бы услышать слова поздравления нашим боксерам. Те, которые есть, те, которые были, те, которые собираются заниматься этим спортом. Ага. Ну, в первую очередь я хотел бы поблагодарить моего тренера, первого тренера Василия Ивановича Тысытова, за то, что он воспитывал, сделал человека. Ага. И своих коллег, тренеров, спортсменов, судей, федерации бокса, ветеранов бокса, любителей бокса хотел бы поздравить с Международным днем бокса. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в спорте и в жизни. Пользуясь случаем, хочу благодарить Федерацию бокса Республики за помощь и развитие бокса Республики Саха-Якутия.
Что ж, мы тоже присоединяемся к этим поздравлениям. Андрей, большое спасибо тебе. Я надеюсь, спасибо. что да, ты взрастишь еще больше олимпийских, ну и не только олимпийских, вообще именитых спортсменов нашей республики. Спасибо. Все, спасибо большое. Что ж, далее мы хотели бы вам показать уже 7-й выпуск памятников нашего города. Смотрим. Вечером, гуляя по улице Кирова, я дошел до перекрестка с улицей Поярковой. И тут расположились весьма значимые для нас памятники. Перед Якутским музыкальным колледжем величественно стоит памятник Исидору Никифоровичу Барахову. Советский государственный общественно-политический деятель Якутии начала 20 века. Участник гражданской войны. Вместе с Максимом Аммосовым и Платоном Аюнским стояли у истоков создания Якутской АССР в составе РСФСР. Родился в Харбалавском наследии Верхневилюйского улуса Якутской области 31 января 1898 году. В годы учебы занимался в революционном кружке, после возглавил Совет народных комиссаров Якутской АССР. Был делегатом 10, 12, 15 съездов партии, избирался членом Якутской центральной избирательной комиссии и ЦИК СССР. В марте 1921 года стал участником 10-го съезда Коммунистической партии в качестве единственного представителя Якутии с правом голоса. В 1938 году Исидор Барахов был репрессирован по ложному обвинению и 15 сентября того же года расстрелян в окрестностях Москвы на полигоне Коммуналка. Реабилитирован 31 октября 1956 года. Одной из ярких черт характера Исидора Барахова это была непоколебимость. Именем политического деятеля названа Верхневилюйская средняя школа номер 1, улицы Якутска, Верхневилюйска и других населенных пунктов. Этот памятник был воздвигнут 27 апреля 2014 года. Много мифов и легенд существует вокруг образа якутской красавицы Абакаяды, которая стала женой русского первопроходца Семена Дежнева. Однако в некоторых источниках упоминается, что Дежнев прожил в Якутии свыше 30 лет и был зятем якутского народа. Предполагается, что Дежнев прибыл на Лену в 1638 году в возрасте 33 лет. В 1640 году взял в жены Абакаяду и вскоре отправился на Колыму, чтобы вернуться через год, но судьба распорядилась иначе. Преодолев пролив между континентами, первопроходец оказался в устье реки Анадырь на далекой Чукотке. Ему пришлось жить и странствовать более 20 лет. Что случилось с Абакаядой, где она жила, где похоронена, неизвестно. Почивший патриарх якутской драматургии Суворон Амоллан был горячим проповедником легенды, развивал ее сюжет, добывал исторические подтверждения. Он ссылался на хранящийся в архивах Санкт-Петербурга старинный список крещенных якутских девушек, жен русских мужиков, где среди 70 жен будто бы значилась жена Семена Дежнева Абакаяда. Писатель утверждал, что Абакаяда ждала своего мужа из похода 20 лет. По крайней мере, очень хочется верить, потому что имя якутской Абакаяды стало олицетворением искреннюю женскую любовь и верность. Памятник Дежневу и Абакаяде, в свою очередь, обрел свою легенду. Отныне молодые пары в день свадьбы предпочитают выезжать именно сюда. Считается, что если молодожены прикоснутся к бронзовой Абакаяде, в их будущей семейной жизни сложится все удачно. Памятник представляет собой скульптурную группу, посвященную первому межнациональному браку между русским первопроходцем и якутской женщиной, а также их ребенку Метису, символу слияния двух наших народов. Был возведен в сентябре 2005 года. Что ж, и заключающий гость у нас Андрей Васаргалана. Это наш соплеменник, который живет в Китае, за границей. Работает инспектором компании «Русклимат». Саргалана, здравствуйте. Здравствуйте. Где вы находитесь? Я нахожусь в Китае, город Гуанчжоу. Ага. На данный момент вы в порту, да? Да, я сейчас в аэропорту. Ага. Куда вы собираетесь? Я собираюсь в провинцию Джетиан. На командировку собираетесь? Да. Ага. Ну что ж, расскажите, как же живется в Китае? В Китае живет хорошо. Мне нравится. Ага. Почему вы решили поехать именно в Китай? Потому что мне нравятся языки, китайский язык. Я здесь училась. И мне нравится моя работа. Ага. И кем же вы работаете? Я работаю инспектором в международной компании «Русклимат». Ага.
Что ж, Не знаю, как эту камеру повернуть, извините. может быть, вы сами просто подойдете, ну, как бы немножко в центр, да, в центр отсядете. Мгм. Что ж, расскажите, с какими сложностями вы сталкиваетесь при жизни в Китае? Сложности – это климат другой, влажный. Мгм. Мне очень жарко всегда. Э, Ну, особенно в это время, Мгм. летом. Везде, скорее всего, жарко, но тут особенно мне жарко почему-то. Ну, это же получается очень близко к экватору находится, да? Да. И зимой тоже, в принципе, лето. Зимой здесь прохладно. Ага, прохладненько, да? Скажите, Да. как вы оцениваете свой уровень знания китайского языка? Э, Я знаю китайский, могу так сказать. Я понимаю, я умею говорить. Ага. Ну, и даже используете рабочие термины какие-то, правильно? В своей Да, работе. конечно. Вот, и Это хотелось бы необходимо. узнать про жизнь Китая. В общем, сколько стоит аренда квартиры, возможно ли его купить, сколько стоит средняя корзина, допустим, в магазине. Чем вы питаетесь? Это зависит от района. Ну, Мгм. например, где я живу, в Панию, Мгм. там примерно 1 квадратный метр стоит 300 тысяч юаней, 30 тысяч юаней. Мгм. Это 300 тысяч рублей. Мгм. И здесь жилье очень дорогое, чтобы покупать недвижимость. Если снимать квартиру, то в среднем 2000 юаней, это 20 тысяч рублей. Ага, 20 тысяч рублей. Ну, в принципе, как в Якутске, можно Для сказать, да? одного человека. Для одного человека, конечно. А средняя стоимость корзины, допустим, у нас где-то варьируется от 1000 до 2, наверное, скорее всего, в зависимости от магазина. У вас как? Здесь средняя зарплата, минимальная зарплата 2000 юаней. Мгм. Корзина. За 500 юаней можно снять жилье минимальное. И за 1000 юаней можно в месяц питаться. Вода Ну, в общем, и все остальное. да, в случае есть эта сумма, в принципе, можно выжить в Китае. Да. Сарглана, большое спасибо вам за подключение. Успешно съездить, вы собираетесь, да, куда-то, скажем так, да? Да. Ага. В Нимбо. Все, всего хорошего вам, хорошего дня. Спасибо. Спасибо. До свидания, Максим. Что ж, мы были со связи Саргланы. Всего хорошего, до свидания.